Утверждается, что две обособленные группы действовали в Москве и Новосибирске. Вчера обосманный суд арестовал фигурантов, в том числе Абызова, до 25 мая. Защита намерена обжаловать это решение. ВЭБ сократит 2500 сотрудников и присоединит 3 дочерних компании, сообщает РБК со ссылкой на источник в госкорпорации. По его словам, оптимизация штата должна завершиться в мае. Напомню, с мая 2018 года ВЭБом руководит бывший вице-премьер Игорь Шувалов. Получить участок земли на Дальнем Востоке теперь могут не только граждане России, но и иностранцы и люди без гражданства. Для этого им необходимо участвовать в программе добровольного переселения соотечественников. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее план по выходу из Евросоюза. Глава правительства заявила об этом на встрече с депутатами от консервативной партии. Парламент дважды отказывался утвердить проект соглашения, предложенный Мэй. Депутаты отвергли и другие альтернативные варианты сделки с Брюсселем, сообщает Bloomberg. Станция московского метро Каховская будет закрыта с 30 марта почти на 2 года. До завершения строительства участка большой кольцевой линии, сообщили ТАСС в департаменте транспорта. При этом станция Севастопольская, Серпуховско-Тимирязевской линии будет работать в обычном режиме. Доллар на завтра 64 рубля 80 копеек. Евро стоит 72 рубля 89 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве завтра небольшие осадки. Ночью -2, -4. Завтра днем до +7. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Блог-аут. О новостях блогосферы на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день. В эфире программа «Блокаут». В студии руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева. И сегодня наш гость Владимир Скрипник, журналист, главный редактор СМИ Уфа.ру. Владимир, приветствую. Привет. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете отправлять в WhatsApp и Telegram по номеру +7 927 304 10 51. Телефон прямого эфира 216 35 44. Сегодня мы обсудим 3 темы, которые, на наш взгляд, стали наиболее резонансными на этой неделе. Начнем, наверное, с темы, которая объединила Facebook-сообщество на этой неделе. И проще, наверное, сказать, кто по этой теме не отписался, чем перечислять всех, кто сделал посты на эту тему. И, как ни странно, этой темой стал общественный транспорт, а точнее турникеты, которые предлагаются поставить в общественный транспорт. И, Владимир, вот как вы считаете, вы следили вот за этой темой? Какие вы посты там для себя отметили? Я следить за темой, собственно говоря, начал буквально вчера. Посты заметил у Кобзона Владимира, нашего блогера, у Вики Куприяновой, у Станислава Сырыгина, естественно. Все они резко негативно высказались против создания турникетов в наших автобусах. А давайте расскажем тем, кто еще не в теме, в чем суть. Михаил Калинин, вот в чем суть была этого вопроса, почему люди против турникетов и, может быть, какие-то количественные показатели тех постов, которые прозвучали? Но все посты как бы проанализировать я сейчас не берусь, потому что люди продолжают голосовать. И что могу сказать? Наверное, основной момент здесь связан с самой устареющей технологией. То есть, условно говоря, представьте, в Москве это был бичом всех жителей вот это прохождение через турникеты. Они, наконец, придумали более совершенную технологию, когда расплатиться можно прям тут же, мгновенно и так далее. В общем-то, так живет вся Европа. И какая-то списанная, отсталая технология наконец добралась для Уфы, и теперь мы должны зачем-то пройти этот путь, вместо того, чтобы воспользоваться самой последней технологией. Вот отсюда, в общем-то, и все вопросы. Вот если правильно это кратко, да? Ну да, но смотрите, в Москве были турникеты, их списали, но они же не исчезли, их же надо куда-то дальше деть. Логично. Ну, кто-то уже написал о том, что сначала Уфа пройдет этот путь, эту карму отработает, потом Стерлитамак, и дальше города, то есть в Уфе откажется через год-два. Но на самом деле все, кто хоть раз
раз бывал в этой ситуации, когда столпотворение, когда тебе нужно... Я прям помню на уровне ощущения физического тела, когда тебя толкают, а он же такой, переворачивайся, железный, неприятный, и там тебя подпирает толпа, все такие злые, водитель злой, и вот это вот, не знаю, атмосфера злого. В Москве еще экономика у них не билась, потому что на самом деле по количеству проездов людей было много, а платежеспособных мало. Просто люди начали подныривать под эти турникеты, а все водители сидят, в общем-то, на зарплате Мосгосавтотранспорта, и поэтому, в общем-то, не заинтересованы были бегать и вылавливать, собственно, вот этих вот зайцев, которые там пронырнули. Первым, наверное, таким вот эмоциональным постом был пост Станислава Сырыгина. Мы сейчас до него дозвонимся, выведем Станислава в эфир и поговорим, почему эта тема была такой важной. Но я вот что еще хочу сказать. После того, как серию постов опубликовали на наши блогеры и журналисты, свой пост и свое объяснение этому дал глава Госкомтранса Башкирии, и где он заявил о том, что турникеты несут некий воспитательный момент, что вызвало следующую волну постов. Мне подсказывают, что Станислав Сырыгин на связи. Станислав, приветствую. Добрый день. Станислав, чему был посвящен ваш пост, и как вы считаете, как нужно в этой ситуации поступить, ну и чем Уфа провинилась-то? Ну, вы знаете, на самом деле вся проблема от того, что у чиновников транспорта нету полной картины транспортной системы, да, современного видения транспортной системы. Значит, человек выбирает средства доставки его из дома на работу, сравнивая, взвешивая ежедневно всего лишь несколько параметров. Это комфорт, цена поездки и время в пути, да, ну, безопасность еще. И вот наша задача сделать так, чтобы общественный транспорт выигрывал в этой конкурентной борьбе с личным автомобилем. Только так возможно разгрузить наши улицы от машин, освободить наши дворы от автомобилей и создать комфортную городскую среду. И вот пока этого понимания нету, они делают шаги, которые ухудшают условия, ну, для людей, да, чтобы они выбирали общественный транспорт. То есть снижают конкурентоспособность общественного транспорта. Вот эти турникеты, любые другие препятствия на пути, ну, значит, какие-то отсутствия элементов доступной среды, да, вот почему люди покупают дорогие... Станислав, почему, как вы думаете, почему все-таки вот такое упорное желание наградить общественный транспорт Уфы турникетами, несмотря на то, что представители общественности против, я так понимаю, на круглых столах, те же самые чиновники высказываются, что надо еще подумать, нужен ли именно этот путь, и только последовательно эту позицию защищает один человек. Тот самый глава Министерства транспорта. Не один человек. Там уже открывается схема, при которой этот проект финансируется с привлечением кредитных средств, и притом оплачиваются услуги единственного поставщика, и учредитель которого является названной вами организацией. То есть эта схема очень, такая прозрачная, да, появляется, понятная для всех, я не буду называть, да, своих версий, я не юрист, не профессионал в этой области, но у меня есть подозрение, что здесь мотивация не связана с комфортом для горожан. Мне кажется, это подозрение есть у каждого автора поста, который вообще на эту тему высказался. Станислав, как бы вы предложили решить вот этот вопрос? Я видела, что у вас такой пост с большим количеством комментариев, и вот среди комментариев были действительно такие дельные предложения. Вот хотелось бы узнать, как пытаются делать, мы видим, а как сделать это по уму? Как это в Москве, Станислав? Да, есть очень конкретная практика, которая показала свою эффективность, и это во всем мире, да, в том числе в Москве, где отказались от турникетов. Значит, первым делом нужно выбросить из головы турникеты вообще и забыть про эту идею. Вторым делом нужно внедрить на общественном транспорте бесконтактные, средства оплаты в виде валидаторов в салоне. То есть пассажиры заходят в салон в любую дверь, сразу же, быстро, да, салоны желательно должны быть низкопольными, большими, это связано еще с закупкой автобусов, и оплачивают на валидаторе, поднеся банковскую карту или транспортную карту и увидев там просто зеленую галочку. Далее, на маршруте
почти гарантированно должен зайти контролер и выборочно подойти к людям и аккуратно, вежливо попросить приложить карточку к его контрольному устройству, и система должна позволять зафиксировать, что либо человек оплачивал поездку в транспорте, либо нет. И, соответственно, если не оплатил, то с него взимается штраф в размере, там, допустим, 1000 или 2000 рублей. Тем самым покрываются непойманные безбилетники в количестве там, 10, 20, 30 человек. То есть таким образом система становится экономически рентабельной и, собственно, не требующая никаких дополнительных инвестиций в турникеты и прочую ерунду. Угу. Спасибо большое, Станислав. Спасибо, что были в эфире. Владимир, Да. вот как вы думаете, что вот в данном случае высказались, человек 15 точно из того, что высказались предметно, обоснованно, и тем не менее, вот Павел Степанов, мы передаем ему привет, если он слышит этот эфир, Павел Степанов сегодня опубликовал выписку из перечня поручений временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о том, как раз про ту очень интересную схему, про которую нам начал рассказывать Станислав. То есть, что на это еще на оборудование, это не просто закупка как списанных автобусов из Москвы и Московской области, под это еще откроют кредитную линию. То есть мы еще и деньги привлечем в этот никому из людей не нужный процесс. Послушайте, для нас это не впервые же, мы же уже клали железную дорогу, как там она называется, трамвайные пути бесшумные по горсовету, а потом посчитали и решили, что нам трамвай не нужен, а теперь посчитали и решили, что он нам снова нужен. Вы это знаете, практика? Так в Уфе принято? Город же живет, что-то происходит, постоянно что-то новое добавляется, потом убирается. Это жизнь, все Просто только происходит. Что-то должно меняться, да? Да. Взяли Застоя кредит, нет. выплатили кредит, снова взяли кредит. Очень хорошо. А мне интересна также система с этими турникетами, если их ведут, и все говорят о системе именно бесконтактной оплаты, а что будет с оплатой наличными? Работало в Москве так, то есть если у вас нет этой самой бесконтактной карточки, вы у водителя приобретаете и тут же оплачиваете. А вот у меня 1000 рублей, он дальше мне будет отсчитывать минут 5? Я сразу про безопасность. Вообще никто не должен отвлекать водителя, вообще никто и никогда, потому что она ответственна за жизни сотен людей. А тут, получается, очень много вопросов на самом деле. Там ставятся киоски на остановках, которые тоже будут продавать эти собственные карточки. Это же лишние посредники, грубо говоря. Это как-то реализуется таким образом. То есть, в принципе, карточки бывают двух типов. И даже сейчас у нас есть студенческие карточки, на которые родители сбрасывают деньги своему ребенку. И ими можно оплачивать в Башавтотрансе. А банально жители других городов, которые приехали в Уфу на день, на два, им нет времени покупать эти карточки и вообще думать об этом. А они будут проходить через турникеты. И также, если у них, неважно, есть у них наличные, есть у них деньги на карты. Я помню, это хорошо период. Ты просто стоишь в очереди в первую дверь и ждешь, пока там вначале бабушка что-то себе купит, какую-то карточку, ей дадут сдачу, она наконец сможет оплатить, протиснуться сквозь этот турникет, потом мужик с обоями, которые надо перекидывать через... то есть это нормально, и люди просто стоят там по 10-20 минут, грузятся в автобус. Так было уже, что сокращение времени посадки до 30 секунд стало возможным именно благодаря тому, что убрали турникеты. То есть про воспитательные цели таким образом, в общем, совсем ничего непонятно, где здесь плюсы. Здесь воспитание горожан. То есть давайте мы вам сделаем плохо, а потом мы вам сделаем хорошо снова. То есть сначала, чтобы стало хорошо, нужно сначала сделать плохо, а потом вернуть как было. Мы же не ценим, когда хорошо, понимаете? А давайте сменим тему и поговорим о объектах культурного наследия. Еще одна тема, интересная на этой неделе, была связана у нас с Верховным судом и памятником. Дело в том, что на улице Карла Маркса 8 один из памятников образца таких каменных домов, 1830 год. Естественно, понятно, какое у него состояние. Этот памятник требовал реконструкции, но его взяли и снесли бульдозером. Как так произошло, Владимир? Расскажите нам, пожалуйста, всем слушателям, которые не знают об этой теме. Да, это был Полежаевский пансион, если не ошибаюсь. Его просто снесли. Там как все было. Изначально он мешал пристройке, то есть строительство пристройки перед зданием суда. Примерно Верховного суда. Да, Верховного суда.
В 2015 году, если не ошибаюсь, был отправлен запрос о дальнейшей судьбе этого пансиона, на что компетентные люди ответили то, что с пансионом все будет в порядке. Но после, видимо, Верховный суд решил то, что пансионам, а место нужно. Он отправил запрос в арбитражный суд. Арбитражный суд признал то, что охранный статус пансиона можно снять, и вообще охранный статус был присвоен незаконно. Охранный статус, Выяснилось. да, был очень быстро снят, и буквально где-то через 5 дней пансиона не стало. Такая вот его история. Не знаю, что еще добавить. Пауза. Чтобы было, да, вот понимание, то есть вот то письмо, о котором мы говорили, оно датировано 2014 годом, то есть в 2014 году люди, общественность обратилась с просьбой защитить памятник там, культурного наследия, реставрировать его, и понимая, что будет реставрация как бы здания Верховного суда, предусмотреть в том числе и реставрацию данного памятника. Это письмо было отправлено, прошло 5 лет, и вместо того, чтобы памятник защитить, сохранить, реставрировать и гордиться им, потому что все-таки 1830 год, у нас не так много вообще-то в Уфе строений, которые относятся к этому периоду и которые в относительно хорошем состоянии были. Вот. И в этот момент наилучшим решением вопроса было снятие через арбитражный суд статуса охраняемого законом, да, здания и просто его снос. Ну, не хотелось бы обострять, но смотрите, 2014 год при Хамитове думали, появился в Рио и решили, что пора действовать. А мало ли, вдруг не изберут. Пусть при ВРИО, давайте при ВРИО решим этот вопрос раз и навсегда, а потом уже с чистого лица... У нас независимые 3 ветви власти, судебная, законодательная и исполнительная. Суд у нас исключительно независимый. Абсолютно Я точно. забыл же, да. Абсолютно мы точно. же при демократии живем. Абсолютно точно. Поэтому здесь независимая судебная система, которая почему-то посчитала. Я думаю, к этому вопросу мы вернемся за эфиром. Мне очень хочется послушать эксперта по этому вопросу Юрия Киселева, который все знает о том, как защищаются памятники, как снимаются вот эти статусы охраны. Но я немножечко не про это. Смотрите, то есть было привлечено внимание, как, собственно, сейчас происходит с турникетами, да? То есть люди говорят, вот здесь проблема, помогите нам решить проблему. Сначала тишина, диалога нет, и потом противоположное решение тому, что просили. И если посмотреть несколько таких вот тем, таких больших и острых тем, которые сейчас происходят, это темы, вот такая технология имеет место быть. Не скажу, что это только на уровне республики, на уровне страны то же самое происходит. Вот, но, Владимир, вот вы сделали репост этого поста у Лилии Чанышевой, я так понимаю. Вот. Какая реакция на ваш репост была? Писали ли вам люди по этому вопросу? Да, зачем вы его сделали? Зачем вы обостряете все время, Владимир? Во-первых, я сделал не репост, а собрал всю информацию в такую кучку и сделал, собственно, сам пост. Реакция была, так как пост был выложен после того, как здание снесено, у большинства была реакция, естественно, то, что ой, как грустно, дом снесли. Вот. Зачем я все обостряю? Потому что только путем обострения к проблеме привлекается какое-то настоящее внимание. Если не писать о проблеме остро, то она так и останется на заднем плане. Не факт, конечно, то, что обострение как-то помогает решить какую-либо проблему, но оно помогает привлечь внимание дополнительное. А вот я считаю, Владимир, что вы просто тролль. Городской такой тролль. И я думаю, вот следующая тема раскроет нам этот вопрос. А у нас мы с Михаилом Геннадьевичем любим спорить о понятии тролль с недавнего времени. А каждого человека, который не согласен с тобой, можно назвать троллем и забанить. Я считаю, что любого. То есть вот почему я до сих пор не забанил Владимира Скрипникова? Он может что-то про меня написать, а я буду не в курсе. Но он в любом случае тролль, потому что с его мнением я всегда не согласен, кроме последнего поста про рок-группу, новую рок-группу, которая у нас появилась.
Давайте мы вот к этой теме для тех, кто... Мы, получается, из сферы культуры, так сказать, 19 века перебираемся в сферы высокого искусства века 21. Рок-н-ролла. Так вот, в высоком искусстве века 21 очень большое влияние на людей оказывают образы и те ассоциации, которые формируются в связи с там, деятельностью либо образом человека, человек, принимающего решения. Мы такую длинную подводку делаем к теме, которая была у нас очень актуальна там, всю прошлую неделю. Она поляризовала, в отличие от турникетов Facebook. Кто-то восхищался мастерством и аплодировал, а кто-то испытывал, знаете, вот есть такое понятие испанский стыд. Когда ты смотришь на человека, ты вроде ничего самого плохого не сделал, а тебе стыдно. Поэтому были и такие люди. Владимир, расскажите, о чем же мы так долго говорим? И все ваши 3 поста чему были посвящены? Как-то раз, не помню в какой день, мне прислали сообщение о том, что нужно посмотреть обязательно вот новый клип. В этом клипе уфимская группа, состоящая из 4 человек, они как бы поздравляли Радия Хабирова с днем рождения. С 55-летием. Это прям было в день рождения, как-то раз. Да. И этот клип был просто ужасен. Там были такие строки, как, например, «Он как жирик, не скандален, не гламурен, как Собчак, Джеки Чан наш региональный, он башкирский, наш Норрис Чак». То есть люди на полном серьезе вот в такой песне поздравляли в Рио с днем рождения. И это звучало очень страшно. Даже не странно, а страшно. Не, ну вот я только что сказал, что согласен, но вот какое-то не такое у вас было на самом деле мнение. То есть группа на самом деле собралась из лучших людей города. Там и Мурзагулов, там... Руководитель информационного агентства Башинформ, вернее, как бы... Да, там и руководитель БСТ, да, то есть, ну, там и руководитель Огней Уфы, то есть ребята молодцы, то есть творческие ребята собрались. Вот вы умеете на чем-то играть, Владимир? Нет, но судя по клипу, они тоже не очень. Я считаю, что это большая просто зависть, да, вот я тоже не умею играть, но мы не поняли, на самом деле, что это пародия на пародию. То есть ведь история была какая? Ребята прям написали в посту, что мы делаем пародию вот на такую-то группу. Вот. Все начали почему-то стебаться над тем, что это стёб, но это же изначально был стёб. Стёб на стёб другой группы. Правда, та группа скандинавская нашла своего... автором своего стёба почему-то избрала не особо известного политика в Европе и таким образом его прославила. Наверное, наша башкирская группа просто поняла, что Радий Хабиров тоже неизвестен в России. И таким образом, в принципе, можно его пропиарить на всю Россию. Почему нет? Ну, а еще можно музыку свою даже не придумывать, можно просто с оригинала взять, да, полностью. А еще можно первые слова просто перевести с английского на русский и поставить, и спеть. Вот вы знаете... Там весь припев, там про Чак Норрис, про Джеки Чана, это же все прям... Ну, не совсем дословно, но только про суперхиро. Вы знаете, какая история? Здесь почему я считаю это важным и необходимым обсудить в свете 2 событий, почему мы на это обратили внимание: культурную или бескультурную ценность этого шедевра пусть оценивают люди компетентные, но я вот что хочу. То есть на фоне того, что есть очень большие, острые, серьезные проблемы, что очень большое внимание к информационному блоку, который обеспечивает позиционирование республики на федеральном уровне, на международном уровне. Человек, который возглавляет супер-мега-холдинг из 3000 региональных журналистов, в день, когда руководитель, пусть и временный руководитель республики отмечает 55-летие, в стёбной манере, в стёбно-ироничной манере, показывая это видео не в столовой где-нибудь там вечером в узком кругу, когда это весело, когда это действительно интересно, а выложив в YouTube. Когда посмотрела это видео, например, моя мама, которая далека от всех этих историй, она спросила только одно: а Хабиров знает, что его так позорят? Вот это была реакция человека абсолютно не политизированного и просто, а зачем? Говорит, а он знает? А он знает, что оно вот так вот? Но
Это все к тому моменту, что мы сейчас находимся там в череде начала избирательной кампании. У нас сменился глава регионального ЦИК. Да, вот сейчас Хайдар Валеев отправился в отставку. То есть процессы начинают быть такими очень серьезными, очень сложными. И вот в этой атмосфере нам показывают развлекательные видео, где люди, определяющие информационную политику и формально зависящие друг от друга, я имею в виду Рустама Зарафудинова, там, Рустам Разагулова, Рустам Зарафудинова и там соучредители «Огней Уфы», они предстают вот в таком свете. Евгений, вот вы тоже тролль. Просто на самом деле этот клип посмотрело 13 301 человек. Из них вот я вижу лайки поставили 132. Так, а дизлайки? А дизлайки 170, это тролли. Это, мне кажется, просто вот друзья Владимира. Владимир, что вот кроме музыки и слов вам не понравилось? Мне не понравилось то, что этот клип вообще существует на нашей планете, например. Почему? Потому что он не смешной. Оригинал был смешной. Я могу рассказать даже историю оригинала, как он был создан. Да, пожалуйста. То есть норвежской группе Ylvis просто один из их фанатов, а может даже не фанатов, написал комментарий. В комментарии было написано то, что как вы могли не поздравить вот этого известного политика, не помню его имени, простите. И группа как отреагировала? Они написали целую песню, они сняли клип, и вот... Они исполнили ее на стадионе? Да. И эта песня стала популярной, заняла там в чатах норвежских тоже какие-то места. Да, они не хотели поздравить временно исполняющего обязанности своей песни, они просто выполнили... Но они поздравляли своего шефа, ну так-то по большому счету. Да, они просто выполнили желание такого фаната, хотя могли вообще проигнорировать этот вопрос. А наш же клип, он очень плох. Ну, смотрите, вот что значит плохо? Ну вот вы что хотите сказать? Вот популярная норвежская группа, и нам надо было столько же денег вложить в производство клипа, сделать концерт, чтобы вам, Владимиру, понравилось? Не обязательно. Там помимо меня не понравилось 170 людям, и это не только мои друзья. Я вот вижу, к сожалению, вот те, кто видит нашу трансляцию в Фейсбуке и Ютьюбе, видят выражение лица Михаила Калинина, а те, кто не видит, они только слышат и думают, что вот Михаил Геннадьевич это все обсуждает всерьез. Вы все завистливые тролли, я вам так скажу. Вас всех надо забанить. И мне... Кстати, вопрос. Забанили... Как отнесся автор этого продукта к тому, что вот, Владимир, вы о нем написали? Ростислав Мурзагулов, мы с ним ранее не были знакомы, не общались никак в Фейсбуке либо в других соцсетях, и после выхода моего поста я пытался найти его по поиску и не нашел. А это говорит только об одном. Когда ты не можешь в поиске в Фейсбуке найти человека, он тебя заблокировал. Я хочу сказать, что со мной также согласен известный блогер Раис Габитов, который написал, что вы просто не боитесь, что вас уволят из вашего издания, и вам придется искать работу даже не в Казани, а в Москве, скорее всего. Ну, хорошо, что в современном мире, то есть нужно отвечать за свои слова, и если ты высказываешь свое мнение, то ты должен опасаться того, что ты потеряешь свою работу. Это, мне кажется, очень справедливо. Вы смелый человек, Владимир. Спасибо. О смелости и об оценке всех событий, которые мы сегодня обсудили, мы еще поговорим за эфиром. Пожалуйста, пишите ваши комментарии в тексте наших трансляций. И до встречи в четверг в 14:35 на следующей неделе.